Цири, Кавказ, герой нашего времени. Произведение, получившее признание еще при жизни автора. 15 октября исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литературы Михаила Юрьевича Лермонтова. Чтобы принять участие в акциях, приуроченных к этой дате, в Чечню приехали известные поэты и искусствоведы из Москвы. Надежда Рейн в своем докладе отмечает, Михаил Юрьевич был не только писателем, но и живописцем. Надо сказать, что Лермонтов художник – это особая тема, поскольку он был профессиональным художником, он специально обучался не просто как обычные дворянские дети, потому что так полагалось, потому что это входило в одну из систем воспитания того времени, а он реально обучался на академическом уровне. Кроме того, Лермонтов, как это не покажется, может быть, странным, был первым в России художником, который создал пейзаж Кавказа. В Доме радио собрались сотрудники Минаца, чеченские писатели, журналисты и слушатели школы юных корреспондентов. От лица всех собравшихся гостей приветствует руководитель ведомства Шая Джамалдаев. В нашу молодость было нравственно-патриотическое воспитание, включая в идеологию страны, сильно. И мы, я хотел бы процитировать, на память вспомнить Цири. Оно было связано с патриотическим воспитанием именно мужчин. Вот, и как там этот сын, и он стрелой опустился в горы, чтобы утешить твои взоры и утереть слезу твою. Позвольте вам поставить в известность, что последние труды Лермонтова по поручению главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича, переводятся на чеченский язык. В своих докладах многие из гостей отмечают, произведения мастера пера переведены на сотни языков мира. Еще с детства Лермонтов свободно говорил по-французски и немецки, позже он овладел английским и латинским. Кроме изучения иностранных языков, способный ребенок занимался живописью, прекрасно играл на скрипке и рояле. Знают Лермонтова и в Пекине, и в Милане, но особое место в его творчестве было отведено Кавказу. Во многих своих трудах он показывал любовь и трепетное отношение к горцам. Вас совсем не видно, но ясно, где-то вы недалеко, и чудно так от сердца отлегло, и стало так свободно и невинно. К юбилею известного русского классика Михаила Юрьевича чеченские писатели подготовились по-своему. Эльбрус Минкаилов собрал лучшие произведения Лермонтова в одном сборнике. Особенность этой книги – она написана на чеченском. Теперь многие произведения и стихи Михаила Юрьевича поклонники его творчества смогут прочитать на своем родном языке. В этой книге собраны произведения, переведенные на чеченский с 30-х годов. Самым молодым в этом списке оказалась юная писательница Асет Халикова. Всего выпущено 1000 экземпляров. Как бы соревнуясь с Лермонтовым, пытались в разные годы переводить его стихотворения. Его произведения, собранные в одну книгу, это дань уважения чеченского народа великому поэту, который в своем творчестве неизменно обращался к жизни Кавказа, жизни чеченского народа. В конце встречи гости, разделившись на группы, отправились в главные вузы республики. Вместе со студентами они вновь вспомнили биографию Михаила Лермонтова, проверив заодно, насколько молодые люди знакомы с творчеством русского классика. Уже завтра делегация отправится в Шелковской район, чтобы посетить музей Михаила Юрьевича Лермонтова. Фатима Магомшарипова, Хаважа Мунаев, Зелим Закаев и Дауд Куруев. Новости.